17:40 ровно по расписанию на посадочную полосу заходит Airbus. На борту пассажиры рейса Шереметьево-Магаз. Новое сообщение в Ингушетии запустили несколько месяцев назад. 3 регулярных авиарейса в Москву и обратно, не считая чартерных, ежедневно совершается из аэропорта Магаз. А вот когда из родной республики можно будет вылететь в страны Европы или Азии? Присвоение воздушной гавани Ингушетии международного статуса – вопрос, с которым обратились жители к главе Ингушетии в программе «Диалог с народом». Говорили, что надеемся в этом году. Ну и сейчас мы говорим, потому что уже сейчас находимся на финишной прямой. Надеюсь, что в этом году мы получим статус. Это раз. Ну, по крайней мере, уже ключевые министерства, и Минтранс, и Минэкономики, и Минкавказ, другие министерства согласовали. Осталось за малым только осталось. Но плюс мы заявились в Минтрансе, нас включают в программу по строительству еще одного перрона. Это на 4 самолета. То, что сейчас есть, это на 4 самолета. Еще один перрон будет еще на 4 самолета. И по строительству зала международного прилета. И плюс запасной еще одной рулежки. Мы же заявились, нас уже включили в план. Поэтому будем надеяться. Присвоение международного статуса аэропорту Магаз будет способствовать развитию туризма, малого и среднего бизнеса. Многие соотечественники, живущие за пределами республики, вынуждены добираться на малую родину в основном через Москву. Новый статус может существенно увеличить пассажиропоток. Куда будем летать? Это уже разная тема. Если брать там чисто наши бытовые вещи, это, конечно, Казахстан, Средней Азии, где наши земляки проживают. Это Европа, тоже это с какой периодичностью надо смотреть по заполняемости самолета. Это в летний сезон в Турцию на отдых. И это, если между регионами говорить, это, конечно, Санкт-Петербург, ну это если мы регион, там уже и так все идет. Если за границей, вот как бы такие регионы. Плюс то, что мы говорим в рамках экспорта товаров, мы еще рассчитываем на грузовые самолеты, потому что у нас полоса может принимать все типы самолетов. Плюс экспорт товаров и импорт товаров из других государств, если мы наладим хорошие, добрые отношения. Обслуживанием пассажиров в регионе занимаются авиакомпании «Ютейр» и «Победа», а в прошлом году этот список дополнил «Аэрофлот». В ближайшем будущем в планах руководства аэропорта наладить еще несколько важных авиасообщений. Открытие будет рейсов других на Петербург, Санкт-Петербург, Тюмень и еще некоторые города планируем такие рейсы открытия, где при придании международного статуса уже и зарубежные рейсы. Аэропорт имени первого героя России Сулумбека Асканова Бекхан Костоев называет не иначе, как гордостью республики. Весь путь становления воздушной гавани, начиная от строительства аэровокзала, стоянки и взлетно-посадочной полосы, проходил на его глазах. Первый пассажирский рейс отсюда был выполнен 26 лет назад самолетом Як-40. В 1992 году мы в течение месяца организовали работу по приему самолета воздушного наземных служб, необходимых в первую очередь тогда, когда необходимы они были. Это 25 декабря был выполнен первый технический рейс, а через еще месяц, 25 января, первый пассажирский рейс, уже официально первый пассажирский рейс был выполнен. Вот с тех пор уже 26 лет прошло. Вот за это время уже прекрасно, современный аэровокзальный комплекс построен, взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, место стоянки самолетов, отвечающие требованиям федерального авиационного правила. Магаз сегодня способен принимать все типы воздушных судов, Боингов 737-800 и Ил-76, а также вертолеты всех типов. И это благодаря взлетно-посадочной полосе протяженностью 3 километра. Воздушная гавань может обеспечивать внутрироссийские, международные, пассажирские и грузовые рейсы. А на время хаджа не только жители нашей республики, но и соседних регионов имеют возможность вылетать прямым рейсом в Саудовскую Аравию. Хадж в прошлом году ознаменовался еще и тем, что рейсы в Медину совершались на Боинге, названном в честь Сулумбека Асканова. Еще одно удобство – мечеть на территории аэропорта. Словом, пассажиры довольны. Тем более
Замечательный аэропорт, все хорошие услуги, так что мы довольны. С каждым годом растет и пассажиропоток. Если, к примеру, в 2015-м услугами аэропорта воспользовались порядка 118 тысяч человек, то в 2018-м этот показатель вырос в 4 раза и составил более 270 тысяч пассажиров. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.